Квалифицированные кадры в государственную налоговую службу отбирают по конкурсу. Среди них и Рахат Садыбакунова. Ее трудовой стаж составляет без малого 30 лет. Она прошла все ступени карьерной лестницы от рядового бухгалтера в районной налоговой до начальника финансово-хозяйственного отдела центрального аппарата ГНС. Полностью обеспечивает материально-техническую базу системы налоговой службы, полностью расходную часть налоговой службы, то есть все содержание сотрудников, выплата заработной платы, содержание материально-технической базы, своевременное обеспечение необходимым инвентарем, бланками и полностью необходимым товарно-материальной ценностью. Это входит в обязанности нашего финансового отдела. Налоговая служба непосредственно содействует динамичному развитию страны и росту экономического благосостояния, так как основным источником доходов государства являются налоги. Кыргызстан принимает все необходимые усилия для развития полноценной и качественной службы по сбору налогов. Почти 80% государственного бюджета нашей страны формируется за счет налоговых поступлений. Это налоги предпринимателей и других физических лиц. Люди вовремя платят налоги, и это позволяет нам в установленные сроки пополнять государственный бюджет. Собранные средства передаются государству, потом из них выплачиваются пенсии и пособия, а также заработная плата государственных служащих. ГНС за январь-май этого года собрала в госбюджет 60 миллиардов 866 миллионов сомов налогов и платежей. Установленный план перевыполнен на 1 миллиард 245 миллионов сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налогов собрано больше на 22 миллиарда 436 миллионов сомов. Нет, почему? Здесь у вас речь идет об НДС на импорт. Кроме этого, в налоговый кодекс внесены новые положения, которые направлены на поддержку отечественных производителей. Снижены ставки отдельных налогов, созданы условия для увеличения финансирования отрасли экономики. Теперь данная служба работает в цифровом формате, что дает налогоплательщикам возможность оперативно выполнять свои обязательства по уплате налогов. Мы в прошлом году открыли Центр обслуживания предпринимателей. Это первый такой наш опыт, и мы планируем в дальнейшем его распространить на всей территории республики. Это позволяет налогоплательщикам, нашим предпринимателям получать любые свои услуги, получить ответ на любые свои вопросы в одной точке, в одном месте. Более того, со всеми, с предпринимателями, с населениями мы начали поднимать вопросы повышения налоговой культуры, налоговой грамотности. И в этих целях мы начали проводить открытые диалоги в научных кругах, провели первый экономический форум на тему налоговой грамотности. Отметим, 1 июля состоится первый розыгрыш призов стимулирующей лотереи «Требуй чек, выиграй приз», организованной ГНС. Также в этот день налоговая служба отмечает 32-летие со дня своего основания. Альбина Айбекова, Чингис Торабекулу, ЛТР Бишкек.